Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на шпроты. Консервированные шпроты. Значит, вот мы походили по городу и насобирали в разных магазинах. Сколько банок видите, да? Посчитаем их. Там, значит, 5 банок. Здесь тоже 5 банок. 10 и... Здесь 2 банки вот такие длинненькие. Итого у нас 12 банок шпротов. Да, как это все попробовать. Только сможем ли мы, потому что консервы такое дело, как говорится, интересное. Могут быть вкусными, могут быть невкусными. Ну ладно, по ходу дела будет видно. Так, мы, значит, как будем делать это все? Название читать, завод, название шпротов, где что, состав и так далее, таким образом. Итак, по каждой банке открывать и пробовать. Ну, а потом, может быть, лучшие шпроты, лучшую банку мы по местам их положим, какая вкуснее, какая хуже. Номер 1 у нас рижские шпроты в масле. То есть они сделаны у нас, значит, с боков написано «вкусные консервы». И производитель у нас Латвия, да, Латвия. Рига это у нас Латвия. Правильно. Здесь читаем рыбные консервы, стерилизованные, килька балтийская или салака, тушки, копченые в рапсовом масле, шпроты в масле, рижские шпроты. Масса рыбы 133 грамма, а масса нетто 190 граммов. Изготовитель Сиа Каравелла, Рига, Латвия. Короче, вот это настоящие рижские шпроты, я так понимаю. Так, берем их, открываем. Ну вот, открыли мы банку. Так, сегодня я работаю не один, а с ассистентом. Такие у нас шпротики. Видно, да, аккуратненькие шпротики. Красиво выглядят. Все один к одному. Так, ну что, берем вилки. Вот у нас вилки вот такие, с таким вот рисуночком. Ярослав, покажи свою. А рисуночек какой у тебя на вилке? Мишка, а у меня заяц. Так, ну что, пробуем. Бери салфетку, Ярослав. Бери салфеточку. И чтобы не накапать нам здесь, давай, бери одну шпротинку и подноси к рту и пробуй. Ну, это, может, не будем показывать. Как мы жуем. Хорошие, вкусные, да? Отличные. Ну, поскольку у нас 12 банок на пробу, мы пока это оставим в сторонку. Будем пробовать другой вкус. Запомнили? Вкусный такой, как они, даже копченые, да, какие? Тебе как показалось? Да, тоже копченые. Тоже, да, такие. В меру соленые, все перченые. В общем, классные шпроты. Стоят своих денег. И банка большая. Дальше. Следующая банка шпротов. Азбука моря. Вот она такая, значит, у нас. Изготовитель по заказу Южморрыбфлот. Изготовитель Барс. Вот шпроты, маяк здесь нарисован. Значит, таким вот образом. Вкус и польза из морских глубин. 160 граммов. Так, ну тут мы видим с этой стороны дату выпуска. Вот данные. Вот такая вот. Она открывается тоже таким же образом, как предыдущая банка. С таким вот. Как это называется, Ярослав, штучка? Дергать за которую. Колечко. Ага. Колечко. Так, открываем. Банка со шпротами номер 2. Азбука моря. Так, вот такое содержимое. Тоже рыбки аккуратно. Но у них уже цвет не такой, да? Как у тех, не такой яркий, золотистый, да? Ну, давай пробуем. Бери. Так, салфеточку, да, обязательно надо. Вот такая рыбка, ровненькие рыбки. Ну, тоже неплохие, да. Ну, они похожи на предыдущие, такие рижские, да. Они даже как бы потверже, по-моему, да, у них. Такая вот рыбка более твердая. Тоже неплохие, тоже неплохие. Тоже в масле, ага, тоже неплохие. То есть на хлебушек выложить и покушать
будет замечательно. Банка номер 3. Все лишнее убираем. Шпроты из балтийской кильки в масле. Рыбокомбинат «За родину». Премиум написано. Масса 160 граммов. Так, изготовитель «За родину». Улица Заливная, поселок Зморье, Калининградская область. Вот это у нас Калининградская область. Так, даже надпись вот на английском языке. Типа экспортный вариант, да? И видим здесь вот такую красивую этикетку у нее. Балтийская килька в масле. Открываем. Ну вот видите, да? Без открывашки, поэтому нам придется воспользоваться открывашкой такой вот. Еще советская открывашка. Цена 50 копеек. Открыли банку. Целое дело открывашкой открыть. Вот таким образом, значит, открыли. И видим, они уже покрупнее здесь, да, Ярослав? Крупнее. Цвет у них такой более светлый. Масло тоже. Ну, масло мы сливаем, потому что они полностью маслом залиты. И вот когда открываешь, оно вытекает даже. Так, пробуем. За родину. Бери вилку. Бери салфетку. Так. Вот. Такая вот рыбка. Шпротик. Ну да. Ну, такая плотненькая. Копченость уже как-то поменьше у нее. Ну, тоже вкусная. Тоже неплохо, в общем-то. Тоже неплохая. Вот так она выглядит. То есть, она, конечно, похуже рижских, действительно, да. Она крупнее какая-то, более такая жирная какая-то. Вроде бы, да. И поэтому она вот такая не классическая, я бы сказал. Банка номер 4. Шпроты в масле. Капитан Морей. Капитан Морей. Так, и что мы здесь читаем? Город Великие Луки. Улица Розы Люксембург. Изготовитель. Да, вот, наверное, в Великих Луках есть, водятся шпроты, да. Читаем составчик. Шпроты в масле из балтийской кильки. Продукт готов к потреблению. Состав. Копченая рыба, подсолнечное масло, соль, поваренная пищевая. Так, и пищевая ценность. Ага. Ну, давайте. Опять надо ее консервным ножиком открывать нам. Банка номер 4. Капитан Морей. Ну что, рыбка аккуратненько уложена. Все как надо. Цвет тоже приятный такой, золотистый, да, в меру. И она ровненькая и небольшая. Ну что, пробуем? Пробуем. Вилочку, салфеточку. Такая вот рыбка, аккуратненькая. Да, копченая, хорошая, да? Хорошая рыбка, поэтому тоже, в общем, годная. Вот они все похожие. Даже как-то отличия сделать довольно сложно. То есть, ну, качество, оно видно, да, здесь. То есть, они не какие-то там, значит, как килька бывают такие разваленные, да, они, смотрите, ровненькие. Все рыбешки такие аккуратненькие, вкусненькие, копчененькие. Все, наверное, любят копченые продукты. Вот шпроты, и это есть копченая рыба у нас, да, определенных сортов. Так, годный продукт. Годный продукт. Капитан Морей. Дальше. Вот такие вот шпроты. Тоже банку нам придется эту открывать. Шпроты в масле прибалтийские. Изготовитель у нас... вот особенность этих шпротов. Натуральное копчение на ольховых опилках. Ольховых опилках. Шпроты прибалтийские. Так, изготовитель-то кто у нас все-таки это? Я не вижу шпроты с головой. А вот эти шпроты у нас с головой. Так,
Кто изготовил их? Россия, Калининградская область, город Черняховск, улица Портовая, дом 13. Такая баночка. Открываем. Открыли. Ну и что, я масло лишнее слил, потому что оно выливается, да, и что мы видим? Сами видите, что тут не доложено, да, что-то. И по, значит, вот, по размеру она всякая разная. Смотрите, но с головой она пишется. Но есть без головы. Вот как понять, что это? Короче, пробуем. Цвет у нее, конечно, не такой. Золотистый. Но пишут, что на какой она? Ольховый. На ольхе, да? Копченая. Так, блин, опилков, там опилки ольховых, ага. Вот такая вот. Короче, пробуем с головой. Да, тоже вкусная, как бы. Есть определенный у нее свой какой-то аромат. Действительно, такой дымок какой-то чувствуется. Но то, что она вся вот такая вот, смотрите. Она развалилась. Вот тут есть с головой, есть без головы. Короче, непонятно что. И мало в банке. То есть в тех банках предыдущих было наложено полностью. А здесь немного не хватает до верха, и вот она вот такая. Конечно, уже есть не так приятно, но вот это из тех, что мы пробовали, это худший вариант. Это у нас банка номер 5. Калининград, да, производитель. Как они пишут, копченая на ольховых опилках. Короче, неудачный вариантик, так что не рекомендуем вам его брать. Дальше. Шпроты. Главпродукт. Главпродукт, известная фирма. Что мы тут читаем? Шпроты в масле, копченые в дровяной печи. То есть с каким-то определенным своим шиком. Дровяная печь подразумевает то, что они какие-то вкусненькие. Так, изготовитель у нас. Кто изготовитель? Алло. Так, где тут пишут изготовитель? Главпродукт из Балтийской кильки, видим. Номер горячей линии. Так, дата изготовления указана. Так, вот читаю. Россия, Калининградская область, Черняховск, улица Портовая, дом 13. Тот же самый, значит, те же самый адрес, что изготовителя, то, что мы предыдущую пробовали. Открываем. Она, значит, здесь вот с этим ключиком. И мы ее сейчас откроем. Так, удастся? Нет? Оп. Вот так вот она открывается. Аккуратно. Вот это масло, оно вытечь. Вот эта крышечка. Так, легко, в общем-то, открылась. И смотрим. Смотрите, масла сколько, да? Вот мы его выливаем обычно, да, чтобы оно как-то не капало. Ну что, видим, рыбка, в общем-то, сложена аккуратно. Ее достаточно много, но она какая-то неровненькая у нас. Мы видим, что есть вот эти вот, да, как называются, дефекты на рыбке такие. Ну что, пробуем. Ярослав, пробуй. Бери вилку, салфетку. Так, пробуем. Берем рыбеху. Так, вот она какая. Да, но это более такая остренькая, я бы сказал, да? Из балтийской копченой в дровяной печи. Да, у нее такая более выраженная проработка пчелности, да, Ярослав? Ты согласен? Да. Но она тут гуляет у нас по размеру, ну такая она средненькая, да, есть вот помельче, есть она покрупнее, и жирность у нее в пределах нормы. Или мы уже заелись, я уже даже не знаю. А, честно говоря, столько шпортов попробовать за один раз, вот, наверное, никто в жизни столько не пробовал. Вот это будет, наверное, мировой рекорд. Надо в книгу Гиннесса записывать. Так, вот эта банка номер 6 у нас была.
следующую банку. Следующая банка номер 7. Шпроты в масле. Шпроты в масле. Вкусные консервы. Натуральное копчение. Изготовлено по традиционному рецепту. Попробуй настоящие. Вариант сервировки. Это вот тут нарисовано, да? Фотография. Вот мы видим здесь это, по-моему, латышский язык, да, или литовский, я даже не знаю, там не жил. Поэтому нюансов этих. Крупные шпроты в масле. Вот здесь написано крупные шпроты в масле. Масса рыбы 112 грамм. Так, изготовитель. Вкусные консервы. Россия. Рязанская область. Город Рязань. Ух ты. Что-то новенькое. Рязанские шпроты. Натуральное копчение. 160 грамм масса нетто, масса рыбы 112 грамм. То есть все остальное занимает масло. Открываем. Опять у нас тут есть ключик. Ой. Слушайте, тяжело как. Ой. Короче, в Рязани металла не жалеют. Еле-еле открыл, и то пришлось даже применить, значит, приспособление, чтобы его отдернуть. Так, они как у нас написано, крупные шпроты, да? Ну, действительно крупные, да? И такие они золотистые, красивые. Масло мы слили излишек, и поэтому пробуем. Выглядит красиво. Так, бери. Так. Цепляем шпротину. Так вот она выглядит. И пробуем. Мягкая, такая рыхлая. Да, они вот чем больше, тем они рыхлее получаются. Такая развалистая. Ну, копченая, вкусная, в принципе, вкусная, но она уже большая для шпротов. Хотя подходит. Но у нее вкус немножко вот мне не нравится чем-то. А тебе как они нравятся, Ярослав? Не так уж. Не так уж нравится, да? То есть вот, по-моему, первые это были одни из первых, которых банок были самые вкусные. Можно будет потом их перепробовать нам, и мы заценим лучший вариант. Так, эта банка 7 у нас была. Шпроты крупные, рязанские. Хопа. Банка без открывашки. Шпроты в масле. Даже по-английски надпись здесь есть. По старинным рецептам написано. Превосходный вкус, качественный продукт. Маяк. И изготовитель Великие Луки, Псковская область. Вепрыбпром. Или Вель, да? Ну, короче, вот такие шпроты. Маяк в масле. Пробуем открывать банку. Надо опять нам ножичком, вот таким вот, не ножичка, открывашка, да, для консервов. Вот она такая портативная, компактная, служит очень долго уже, с советских времен. Открыли банку. У меня уже руки устали их открывать. Надо электроножик для таких обзоров. Мы видим здесь мелкие шпротики. В принципе, они аккуратненькие, но не ровненькие, да? Те предыдущие были ровненькие. Фирма Маяк. Пробуем. Ярослав, пробуй. Бери. Так, я пробую. Ну, ты говори там, если тебе что понравилось, говори. Не понравилось, тоже говори. Вот такой да, вот шпросик. Вкусный, да? Угу. О, вот такой вот. Тверденькая рыбка такая, что уже хорошо, да? Жуем и делимся впечатлениями. Она, по-моему, твердовата. Копченая, похожа на предыдущие, но она мелкая. Это хорошо. И ровненькая. Ну, где-то средний балл им дадим, да? Средний балл. То есть в масле Маяк. Годные шпроты можно брать. Копченость в меру, соленость в меру, все там в меру. Ну, шпроты вот они
вот эти, которые мы пробуем, они примерно одинаковые по соли и там так далее, по всем вот этим добавкам. То есть сильно не отличаются. Отличаются они вот твердостью, рыхлостью, копченостью, вот такими факторами, ну, цветом. Шпроты, банка номер 9. У нас под номером 9 идут шпроты в масле, 160 грамм на балтийской кильке первого сорта тушка. Тушка первого сорта. Изготовитель ООО «Мурман Рыба». Местонахождение Российская Федерация, Владимирская область, Камешовковский район, поселок Навки, склад 1. Адрес места осуществления деятельности Российской Федерации, Владимирская область, город Камешково. Вот. Город Камешково. Короче. Российские шпроты, где выловлены, написано из балтийской кильки первый сорт. Мурман Рыба. ООО «Мурман Рыба». Открываем. Открыли банку. Вот такие шпроты. Какие-то они неровненькие, большие. Мурман Рыба, да? И цвет у них какой-то непонятный. Ярослав, давай пробуй. Пробуй. Шпротов никогда в жизни столько, наверное, никто не видел. Да, вы согласны со мной? Берем шпротик небольшой. Такого золотистого цвета. Смотрите, он какой красавчик, да? Плавала рыбка когда-то. А сейчас мы ее кушаем. Мягкая, сочная, не жирненькая, копченая, соленая, в меру все перченая. Но она такая рыхленькая. Короче, годная, но неаккуратная. Годная, но неаккуратная. Сами видите, какая это рыбеха. Мурман. Поэтому, конечно, брать уже, ну, надо думать. Если других шпротов нету, тогда можно эти взять. Дальше у нас баночка номер 10. Вот такая вот. Что здесь написано? Читаем. Шпроты в масле из салаки. Тушка. Пищевик. Фабрика Пищевик. 160 граммов. Изготовитель ООО Новоладожская рыбная компания, Россия, Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Работниц, 22. Пищевик. Шпроты в масле. Так, еще прочитаем, что мы здесь. Состав. Есть состав? Вот состав здесь мы читаем. Состав: копченая рыба, тушка, подсолнечное масло, соль пищевая, масса рыбы не менее 70%. Открываем консервным ножом. Открыл, теперь мы поднимаем крышку. Да, не поскупились на металл, не поскупились. Вот так вот выглядит красиво. Потом в конце видео я размещу фотографии, все это в сфотографированном виде более красиво будет выглядеть. И четче будет видно все. Пробуем. Ну, они похожи на все те, что были, да, но они такие небольшие, да, тоже аккуратненькие все. Мне кажется, что они по вкусу должны быть вкусные. Так, стряхиваем лишнее масло. Я вот, кстати, с этой банки масло не сливал. То есть они его тут не перелили. Это хорошо. Тверденький. Хвостик. Вкусные, да? Вот эти вкусные. Они такие немножко как бы подсушенные даже, да? Такие суховатые. Но они не разваливаются. Вот это хорошо. Соленость там в меру, конечно. Вот, и они хорошо прокопченые вот эти вот. Рекомендую вот эти шпроты в масле из салаки. Тушка, пищевик. Но, конечно, все эти вкусы на любителя, поэтому надо самим, конечно, пробовать. Может, вам понравится что-то другое. А может, ваше мнение с нашим совпадет. Следующая банка. Хопа! Ну, самые дешевые шпроты, которые были на рынке. Мы их пробуем в конце. Морская радуга в масле. Рыбы консервные, стерилизованные в масле из балтийской кильки тушки.
Вес 112 грамм, масса нет 160 грамм, 30 месяцев срок хранения, годности, да, срок годности хранения. Так, и изготовитель у нас кто? Изготовитель ООО Дальморепродукт. Дальморепродукт. То есть на Дальнем Востоке оно сделано, а адрес почему-то не указан. Уполномоченный представитель, значит, вкусные консервы. Москва, Москва, опять Москва везде. Классические. Качественные, хорошая цена. Такие вот шпротики. Опять открываем их. Ну что, открыли мы их. Банка хорошая тоже. Металл надежный, прочный. Рыбка вот такая. Ну, не знаю. Крупненькая, да, она. Так, цвет золотистый, но какая-то она не очень смачно выглядящая. Не очень смачно выглядящая. Мирослав, пробуй. Давай банку бери, я подержу. Чтобы она у тебя не... Так. Я вот этот возьму. Так она как-то разваливается. Прямо у меня вот в этом разваливается. Вот, смотрите, капает еще. Так, надо салфеточку, надо салфетками все это надо брать. Вот, поближе. Вот так вот она выглядит. Пробуем. Что как? Мирославу не понравилось. Говори, не понравилось. Не понравилось. Почему не понравилось тебе? Что в ней-то плохого? Не знаю. Ну, что не знаешь. Ну, она какая-то мягкая, да, рыхлая что-то, да. Ну, копченая, соленая, как бы годная рыба, да, годная, но в ней нету вот какой-то такой вот, такого смака особенного. То есть она такая, за свои деньги, в общем, вариант хороший. Поскольку она самая дешевая, вот, это где-то банка в пределах 60, там, может, за 50, где можно ее взять, рублей. Те были и по 130 банки, вот таким образом, и, ну, свыше 100 рублей те банки. Ну, короче, годный продукт, если маленький бюджет или что-то, вот их можно брать. Неплохие они, никакой там привкус у них нету, но они такие крупные и, я бы сказал, мало вкусные. Хотя соответствуют шпротам. Шпротам соответствуют, но не то. Ну, цена-качество, сами понимаете. Это была банка у нас номер 11. И последняя банка, которую мы оставили на завершение. Вот такая вот у нас овальная банка. Прямоугольная, да, за родину. За родину шпроты из балтийской кильки в масле. С открывашкой уже готовый. Вот все, веб-сайт есть. Кто может набрать, проверить. Так, РК за родину, Калининградская область, поселок Взморье. Ну, мы уже пробовали, да? Этой фирмы. Да, вот тут даже снизу написано, смотрите, да? Премиум шпроты из балтийской кильки в масле. Да, где мы все это будем хранить, а? Надо будет в баночке все это переложить, потому что, ну, в металле хранить нельзя. Такая красивая за родину. То есть это для военных или вот подарок хороший на 9 мая. Да? Открываем. Дайте мне открыть. Ой. Так. Туго идет, но идет. Так, я правильно, да? Вот это вот снимем, чтобы она нам не мешала. Такая вот картоночка. И мы тянем ее. Ой. Боюсь, что масло прольется и будет некрасиво. Так, открываем. Ну, давай. Ой, тут что-то она не дается. Ну, ладно. Это может хорошо, то, что она так легко не дается, ну, чтобы не открылась сама по себе. Действительно премиум, да? Действительно, смотрите, какие они аккуратненькие, ровненькие. И они крупные.
что хорошо. Да? Крупненькие. И здесь веса в этой банке больше. Ну что, пробуй, Ярослав. Последние шпроты. Номер 12. Рыбкомбинат «За Родину». Калининградская область. Поселок Зморье. Ну и как вкус? Как вкус? Давай делись. Жуй, пробуй. А хорошие? Вкусные? Как они? Копченые? Ну да. Нормально, да? Но они вкуснее, чем первые, или не вкуснее? Как тебе вообще? Не вкуснее. Не вкуснее, да? Первые самые. Ну, я думаю, знаешь, почему это? Потому что мы были голодные, а сейчас мы вот, получается, 12-я банка, 12-й шпрот. Я пробую, здесь, естественно, уже наелись. И уже вкус, он по-другому ощущается. Замечательно. Такие даже сладенькие, я бы сказал, да, они? Немножко. Солененькие, копчененькие. По структуре они красиво выглядят, но они крупноваты. В принципе, вот за такую цену, такой вес они годные. Но сейчас мы тут, короче, банка номер 12, это у нас была последняя. Сейчас мы все составим и будем выбирать победителя с Ярославом. Так. Все, составили все наши 12 банок шпротов. 12 банок шпротов все мы составили. Это первая банка, попробовали. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Вот таким вот образом. И победитель. Кто у тебя, Ярослав? Кто самый вкусный? Первый. Первый, вот это вот был. Вот это первый. Это в самом конце мы. Первый, да? Кто это по Ярославину? Ну да, я тоже одобряю вкусные рижские шпроты. То есть получается, что рижские шпроты оригинальные, они самые вкусные оказались. Победитель, па-да-да-дам, па-дам. Всем советуем, покупайте вот эти вот рижские шпроты. Самые вкусные. Мне и Ярославу понравились. Они соответствуют всем стандартам качества и легко открываются. Вот я даже достаю вот эту вот сверху. Ригас Шпротис Элла. Вкусные консервы. Читаю еще раз. Стерилизованный, килка балтийская, сала или салака, копченый в рапсовом масле. Рижские шпроты. 133 грамма. Покупайте. Так, изготовитель у нас Каравелла Рига. Адрес тут. Импортер в Российскую Федерацию ООО ТД «Вкусные консервы». Московская область. Вот таким образом. Наш победитель. Па-да-да-дам. Ну, а самые ужасные шпроты какие, Ярослав? Пятый. Вот эти вот пятые, да? Пятые шпроты тоже что-то написано якобы по-иностранному. Вот эти на ольховой опилках, они неаккуратные и, короче, вот такие вот какие-то все не золотистые. Ну, в целом, шпроты годные, соответствуют своей цене, качеству. Таких плохих, вот явно таких ужасных, кроме вот этих, может быть, и не попалось. Угу. Ну вот, конечно, их надо кушать теперь нам. Не знаю, наверное, мы сейчас все с Ярославом переложим в 12 банок. И потихоньку мы все это съедим. Все. Всем пока, приятного аппетита!